Добрый день! Рада всех видеть. Продолжаем наши рассказы о приюте «Приют Верный Друг», поселок Айхал, Якутия. Сейчас вот накануне гранта президентского мы хотим немного рассказать о наших планах в участии этого гранта. НКО, некоммерческая общественная организация, это, конечно, очень хорошее мероприятие по стране. Она сплачивает людей, делает их волонтерами, делаем общие задачи, которые необходимы по спасению животных, по спасению людей и экологии и всего. Ну, вот немножко одна проблема, например, на базе нашего приюта. Содержится НКО за счет выигранных грантов, субсидий. Не всегда это получается. Вот мы участвовали в прежний президентский грант, и так получилось, что мы 1 балл не добрали. И получается, что нам содержать животных не за что, нет средств. Вот хотелось бы, чтобы вот это немножко предусмотрели. Вот мы полгода за счет пожертвований, за счет своих средств содержим животных, потому что мы их ни за что не бросим. Теперь мы сейчас участвуем, следующий грант называется «Эра милосердия». Само название говорит уже о себе. Хочу вам показать вот этих маленьких детей. 2. Веста, девочка, и ее брат Добби. Они к нам попали каким образом? Просто малоимущая семья, у них была и есть собака, и она рожала каждые полгода. Не было у них средств или желания, больше средств ее стерилизовать. Они все время боялись, что собака вдруг умрет. Это тоже, получается, надо вести разъяснительную работу, что никакая собака не умрет, а будет, наоборот, более здоровая и счастливая. Получилось, что у нее этой собаки было 2 щенка. Мы договорились, что мы стерилизуем собаку, мы оплачиваем за стерилизацию и щенков забираем к себе на пристройство. Зато собака остается у них и уже больше рожать не будет. Операция прошла благополучно, все, собака жива-здорова, хозяева довольны. А щенки, они растут у нас, подрастают. Смотрите, почти овчарка. Мы решили, что надо ей сюда грузик немножко привязать, чтобы хвост выровнялся. И она будет овчаркой. Это, конечно, мы шутим. Не подумайте, что мы это будем делать. И ее брат красавец. А вот эти 2 маленькие лаечки, что можно сказать, подкинули нам их в коробке, нашли, совсем маленькие. В коробке нашли около приюта. Опять это все продолжение следует, называется. Они очень хорошие, веселые, игрули. Но они 100% лайки, потому что мужчины смотрели, сказали, что даже они такие, прям как охотничьи, сразу задатки у них такие. Пытались у нас заболеть, мы быстренько сделали вакцины, специальное лекарство для щенков, и все, они у нас быстренько выздоровели. Я снова возвращаюсь к планам по гранту. По гранту «Эра милосердия» у нас такие планы. Проводить дальше стерилизацию, вакцинацию всех животных. Потом также питание, покупать продукты, доставать, покупать на питание, содержание. Собак очень много, территория у нас небольшая. Нам нужно дальше немножко осваивать территорию. Для этого нам снова нужны будки, для этого нам нужны снова вольеры. Но это мы сейчас чуть-чуть позже покажем, где мы хотим красоту навести. И один из главных аспектов в этом гранте – это работа с населением. Объяснить, помогать, что добро должно быть выше всего этого, что надо помогать животным. Чтобы бороться с бездомными, получается, собаки не виноваты, что они беспризорные, бездомные, это их выгнали. Это их выгнали, не вы, например, лично, а кто-то, твой отец, твой дед, когда-то они очутились на улице. И борьба
с бездомными собаками. С бездомностью надо бороться, а не с собаками. Это не метод, когда вот есть группа у нас, айхальская группа. И там были предложения, слава богу, их мало было предложений. Что мы отравим, если вы не возьмете их себе, мы их убьем. Потом какие еще вопросы? А я говорю, так а законы кто будет выполнять? А мы, говорит, как, беспалево, такое еще слово сказали, беспалево, типа, с такой наглостью. Вот, понимаете, этим людям уже ничего не объяснишь и, наверное, не переубедишь, только если их по закону привлечь, ну, и наказать. Но их детей еще можно исправить. Мы планируем, у нас есть 2 школы, школа номер 5 и школа номер 23, мы планируем проводить лекции. Но в любом случае, выиграем мы этот грант или не выиграем, мы все равно эти лекции проведем. Да, мы все равно эти лекции проведем. Они у нас уже готовы, мы подготовились. Вот, нам письма написали директор школы одной и другой с просьбой о том, чтобы с детьми занимались и проводили эти классные часы. Потом дети к нам будут приходить, сейчас немножко потеплеет, и уже сейчас снова детки с учителями будут приходить, помогать, будут играть с собаками. Постарше детям мы будем давать... Ты кусака. Постарше детям будем давать поводки, они будут идти, выходить на площадку, гулять с детьми. Помладше вместе с родителями будут здесь помогать. Надеюсь, что будут снег почистить, территорию убирать. И вот у нас еще есть такая акция вот в связи с этой военной операцией. Дети будут вычесывать шерсть со всех собак. И мы нашли группу волонтеров из Челябинска. Женщины из собачьей шерсти делают нити, добавляют к шерсти и вяжут нашим солдатам, военнослужащим носки, шарфы, пояса специальные. И уже они получили даже письма благодарности, что эти вещи греют солдат, потому что пояса, спины прикрывают. И это уже будет, я считаю, очень благородная акция, и это воспитательная работа будет для детей. Также мы продолжать будем стерилизовать, кастрировать животных и помогать семьям, где малообеспеченные, которые сами не в состоянии это сделать, потом малоимущим, и оказывать помощь медицинскую, если кто не справляется. И еще я хотела сказать, вот смотрите, вы уже помните по предыдущим роликам, какой был сарай. И, в общем, мы 95% все это освоили. У нас прекрасный приют, прекрасное помещение. Все, у них уже комната для животных, 2-уровневые кровати, теплый пол. Вот здесь на кухне окна, вы видите, все деревянные. Только наступит +5, у нас уже закуплены евроокна. Мы поменяем еще и окна. И во дворе сделаны вольеры, к вольерам сделаны дворики. Это вот благодаря, конечно, энтузиазму небольшой группы волонтеров, их помощников. И я еще хочу сказать огромное спасибо жителям поселка Айхала, или не только поселка Айхала, вообще всей Якутии, когда мы распространяем просьбы о помощи, денежной, финансовой, любой помощи, люди откликаются. И вот честно сказать, что как по статистике взять, кто против приюта, 2-3 человека тогда нас хотели обидеть. Но очень много людей заступились. И вот сейчас стали приходить помочь и снег почистить, и в вольерах прибрать мужчины и женщины. В общем, я не устану говорить слова благодарности. Спасибо. Без вашей финансовой помощи мы бы не купили продукты, мы бы не пристерилизовали животных. На тот момент, когда получилось, что грант мы не выиграли. Конечно, обидно, 1 балл не добрали. Будем стараться сейчас. Может быть, получится. А считайте, полгода мы жили на пожертвования просто населения. Не мы, конечно. Мы бесплатно работаем, мы только... Здесь у нас кухонный работник и сторож. Мы им оплачиваем работу. Но люди за совсем небольшую сумму работают по 12 часов в день. 2 дня по 12 часов, потом 2 дня следующие. Тише. Ой, ссорятся, детки.